Посмотрите на вот этого старика. Как вы думаете, кто это? Пенсионер в Испании или, может, аргентинский фермер? Нет и нет. Это, друзья, бывший президент Уругвая Хосе Мухика. В простонародье просто Пепе. Как так могло произойти, что президент живет в таком бедном доме и с такими условиями? Я добавлю, что этот человек, прежде чем стать президентом, отсидел 14 лет в разных тюрьмах, подвергался пыткам. Из этого срока 2 раза отбывал на дне грязного колодца. Будучи участником леворадикального партизанского движения, получил 6 пулевых ранений. Но оставив все это, он ушел в политику. С 2005 по 2008 года он работал министром скотоводства, земледелия и рыболовства. А с 2010 по 2015 года избран президентом Уругвая. И сейчас перечислю некоторые его заслуги. Построил и укрепил настоящий социализм в стране. В Уругвае бесплатное здравоохранение и образование. Также ученики, студенты и даже преподаватели бесплатно получают от государства планшет или компьютер с доступом в интернет. Довел грамотность населения до 97%. Это самый высокий показатель в континенте. Понизил преступность до самой низкой отметки в континенте. К примеру, уровень умышленных убийств на 70% ниже, чем в России. Нет налогов на мотоциклы и подержанные машины. Сделал Уругвай страной года в 2013 году. Легализовал марихуану. Да, это может показаться вам странным, и жители Уругвая тоже так думали. Но тем самым наркокартелям стало невыгодно, и они покинули страну. Когда марихуана стала общедоступной, популярность героина и кокаина резко пошла на убыль. Без войн с наркоторговцами страна просто перестала быть прибыльным местом для развития наркотиков. Марихуану можно разводить только у себя, и категорически запрещено продавать ее кому-либо. После этого примера мир стал изучать этот феномен и применяться в разных странах. Что ж, запретный плод сладок. Поднял ВВП с 40 миллиардов до 57,5 миллиардов долларов. ВВП на душу населения почти в 2 раза больше, чем в России. Построил такую социальную поддержку бедным, что снизил процент бедных с 39 до 11%. А если следующие президенты продолжат эту схему, то бедность можно искоренить уже к 2030 году. Бедные получают очень хорошие пособия и помощь в постройке своего дома. Отдавал 90% своей зарплаты на благотворительности и тем самым за 5 лет пожертвовал 550 тысяч долларов на нее. Поднял приток инвестиций в страну до 400%. Вы можете видеть эти бешеные скачки на экране. Страна стала экспортировать не только сельхозпродукцию, но и электроэнергию в соседние страны. Это и многое другое позволило Пепе стать народным героем. Вот вам некоторые интересные отрывки с его высказываниями и отрывки из его жизни. Его зовут Хосе Альберто Мухика Кардано, также известный как Эль Пепе. Самой крупной личной покупкой Мухики за время президентства стал старый Volkswagen Жук стоимостью в $2000. Я не самый бедный президент. Самым бедным является тот, кому для жизни нужно слишком много. Мой образ жизни – это следствие моих ран, я сын своей истории. Прежде я часто чувствовал себя самым счастливым человеком на свете просто потому, что у меня был матрас. Президента с женой оберегают 2 охранников, сидящих в машине, припаркованной на ведущей к дому дороге, и хромая собака по имени Мануэлла. Он гордится своей страной, которая считается самой безопасной и наименее коррумпированной в Латинской Америке, и называет Уругвай островком беженцев в мире сумасшедших. Как бывший марксист, он считает, что сегодня мы можем перерабатывать практически все. Если бы мы жили по средствам, то есть были бы бережливыми, то 7 миллиардов человек, живущих на планете, могли бы иметь все, что им нужно. И глобальная политика должна развиваться именно в этом направлении. Однако мы мыслим как народы и страны, а не как человеческий вид. Это его дом недалеко от Монтевидео, столицы Уругвая. Воду для домашнего хозяйства президент носит сам из колодца во дворе. У Мухики нет никаких счетов в банках и никаких долгов. Самое большое удовольствие ему доставляет общение со своей собакой по имени Мануэлла.
Жена поклонница такого же спартанского образа жизни. Жена президента-сенатор тоже жертвует часть своих доходов. В свое время она участвовала в партизанском движении, но потом поменяла оружие на лопату и тяпку. Местные ее просто боготворят. Президент Уругвая не носит галстук, и вряд ли в его гардеробе отыщется хоть один приличный дорогой костюм. Нет ни сотового телефона, ни кредитной карты, зато есть 1 гектар земли, которую он сам и пашет. Здравствуйте. Ты должен быть президентом пожизненно. Лучший президент, который был в стране. Спасибо, Пепе. Да ты с ума сошел. Сейчас 6 часов вечера. Президент Мухика прибыл сюда для того, чтобы принять участие в дебатах. Таким образом, президент не только выступит с речью перед публикой, но и пообщается с рабочим классом. Практически все мы одинаковые. Создавать между нами различия — это заботы матушки природы. Но хуже всего, что элита пытается навязать определенный стереотип народным массам, которые покорно его принимают. Это происходит повсеместно. Я верю в человека. Я верю в демократию и в демократическое волеизъявление. Верю, что когда-нибудь все будут жить в бесклассовом обществе. Хотя я это, наверное, уже вряд ли увижу. Я выступаю за независимое мышление будущих поколений. Спасибо, дорогие друзья. Можно с вами сфотографироваться? Спасибо. Спасибо вам большое. Расступитесь, пожалуйста. Кого я вижу? Неужели это господин президент собственной персоной? Здесь нет господ. Ах, здесь нет господ. Как дела, Пепе? Президент садится на переднее сиденье рядом со своим товарищем, который работает его водителем. Мы видим, как уезжает кортеж президента Уругвая. Либо вы счастливы, обходясь малым, не нагружая себя сверх меры, потому что счастье у нас внутри, либо вы ни к чему не придете. Придумали себе гору чрезмерных потребностей. Вы должны постоянно покупать, выбрасывать. Это жизнь, которую мы ломаем. Когда я что-то покупаю, когда вы что-то покупаете, мы ведь платим не деньгами. Мы платим тем временем нашей жизни, которое было потрачено на то, чтобы заработать эти деньги. Разница лишь в том, что невозможно купить жизнь. Жизнь просто проходит. И это ужасно — растрачивать свою жизнь на потерю свободы.